Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Абхазии действует с 2022 года. В начале на реализацию программы выделялось по 50 миллионов рублей в год. В прошлом году бюджет увеличили до 100 миллионов, а в этом абхазская часть программы составила 200 миллионов рублей. В данной программе могут принимать участие юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Абхазия. Им будет предоставляться субсидия на возмещение части затрат на приобретение оборудования. Общая сумма финансирования, общий бюджет программы составляет 326 миллионов рублей. Из них 126 миллионов рублей – это помощь Российской Федерации в предоставлении государственного финансового содействия предпринимателям Республики Абхазия в целях реализации, в целях усовершенствования, реализации, повышения экономической эффективности малого и среднего предпринимательства. Увеличился не только бюджет программы, но и процент компенсируемых средств. В предыдущие годы предприниматель мог рассчитывать на 50%, в отдельных случаях на 80% компенсации. В этом году государство покроет 90% затрат на оборудование. Предельная стоимость инвестпроекта – 2 миллиона рублей, то есть максимальный размер поддержки государства – 1 800 000. Участником программы может стать предприниматель, не получавший государственную помощь в рамках других программ поддержки, состоящий на налоговом учете в Абхазии, с объемом выручки, не превышающим 40 миллионов в год, без задолженности и кредитных обязательств перед бюджетом республики. Кроме того, финансирование выделяют только представителям определенных сфер деятельности. Субсидии предоставляются при реализации программы в сфере ремесленничества и народный промысел, общественное питание, промышленность и услуги в рамках классификатора экономической деятельности по АКВЭД. Это производство пищевых продуктов, напитков, ковка, производство одежды, производство изделий из древесины и так далее. И туризм в части создания объекта, средств размещения и укомплектования средств размещения. Впервые в этом году программа финансируется совместно Россией и Абхазией. До этого в разные годы на поддержку абхазских предпринимателей выделялось финансирование из средств инвестпрограммы. Но так как существует ведомственная программа Министерства экономики Абхазии, для удобства администрирования два бюджета решили объединить в одной программе. Программой в этом году предусмотрены два механизма предоставления государственной финансовой помощи. Первый механизм – это единовременная выплата. Что имеется в виду? Это предоставление субсидий участнику после проведения отбора в объеме 90% от стоимости приобретаемого оборудования. Второй момент – это предоставление субсидий по частям. То есть 50% от расходов после проведения отбора и 40% от расходов после подтверждения участникам получения оборудования. В принципе, разницы как таковой не будет. На выходе, получается, участнику будет предоставлена одинаковая сумма субсидий. 90% на 10. 10% это свои собственные вложения, 90% это поддержка от государства в виде субсидий. Механизмы отличаются из-за того, что на получение субсидий из российской части программы есть ряд дополнительных требований, например, чтобы оборудование было российского производства. Подать заявку на участие можно на сайте Министерства экономики Абхазии. Была создана такая упрощенная форма заполнения заявки на проект. Это все будет предоставлено на сайте. Предпринимателям не нужно будет думать, искать, где же мне написать проект, кого же мне найти для написания. Все это будет как пример анкеты. По консультации обращаться в Министерство экономики они могут, Полакоба 21, 3 этаж, 307 кабинет, и государственное учреждение при Министерстве экономики, Государственное инвестиционное агентство Республики Абхазия, также их проконсультируют от А до Я. За отбор проектов отвечает межведомственная комиссия под руководством министра экономики Абхазии Теймураза Меквабия. Приоритетными станут заявки из районов с наименьшим уровнем социально-экономического развития. Кроме того, будет учитываться количество рабочих мест, генерируемых инвестпроектом, объем ожидаемых налоговых выплат и размер среднемесячной зарплаты сотрудников. Заявки будут принимать с 16 июня по 2 июля. Надежда Боровикова, Торник Амичба, Абаза ТВ.